Всем привет, меня зовут Румянцев Александр, я живу в частном доме и, в принципе, наверное, каждый, кто не имеет центрального водоснабжения, задумывался о том, как сделать себе так, чтобы была постоянная вода, ну, как для мытья, так и для приготовления пищи и так далее. Вот. Самая, конечно, проблема – это вот основ, ну, по моему мнению, это вот где хранить эту воду. То есть нужна емкость для воды. В принципе, есть готовые решения на рынке, да, и при наличии денег все можно как бы устроить довольно быстро и просто. Самая распространенная вещь – это пластиковая емкость, которых, в принципе, на рынке достаточно, всякие разные формы, на любой вкус, цвет, как говорится, да, и форму, и кошелек, соответственно, там уже нужен довольно тугой, ну, это по моему мнению. Вот. Совершенно случайно я в Фейсбуке в ленте своего друга увидел такую интересную штуку, как вот деревянная емкость. Она, конечно, была в миниатюре, но сам факт того, что это вот можно сделать с помощью буквально там подручных средств и при минимальном бюджете и, скажем, там навыков и инструменте, это как бы можно собрать самому за гораздо бюджетные деньги, чем вот покупать готовую. То есть вот этот вопрос меня сразу заинтересовал. Я, в принципе, до этого использовал тот материал, который он предлагает. Материал называется Silor. Это двухкомпонентное что-то двухкомпонентный полимер, то есть это, ну, чем-то напоминает эпоксидный клей, ну вот отдаленно, скажем так. То есть он имеет самое важное для меня на этот момент водоотталкивающие свойства. То есть им покрывают различные покрытия. До этого я мазал пол бетонный в гараже на предмет того, чтобы он, ну, как бы был более прочным, потому что я видел вещи, которые обработаны были этим материалом. Ну, в частности, гнилые бревна. Вот люди в деревнях или кто живет в деревянном доме промазывали им оклад для того, чтобы он не разрушался. И после обработки этим силором уже дерево приобретало такие плотные свойства, и, по сути, можно сравнить его с камнем. То есть его там и сломать уже затруднительно, и там и вода в него не проникает, то есть он уже не гниет и так далее. Вот. А оказывается, ну, можно еще и для других целей. То есть, в принципе, если подождать, вот этот силор, он начинает загустевать и приобретает такие вот клеющие свойства, которые вот после высыхания он уже держит материалы, склеиваемые между собой, очень прочно, и разорвать их как бы практически невозможно. По крайней мере, для этого нужно большие усилия приложить. Вот. Меня этот момент очень заинтересовал. И я решил попробовать сделать емкость для воды. Честно говоря, конечно, это очень такая авантюрная затея была, так как мне практически никто не поверил, там крутили у виска. Сказали, что невозможно склеить там емкость из фанеры, да, вот как я задумал, чтобы ее при этом не разорвало на куски, да, от давления воды. Вот. Ну, я подумал все-таки, что это интересный опыт. И если у меня все получится, то как бы я очень сильно сэкономлю и сделаю емкость такой, какой мне нужна. То есть у меня вот, например, круглые емкости в виде там вот, не знаю, бочки или такого подобного формата, ну, не совсем устраивает, потому что она занимает место и остаются как бы углы, где вот, ну, не задействованное пространство, то есть она больше места занимает, чем нужно. А так как у меня там места в котельной не так много, чтобы размещать там дополнительные емкости, ну, или как-то их так расстраивать, я вот хотел именно прямоугольную или квадратную, или что-то такое, чтобы можно было очень удобно поставить в угол или как-то его так вот задвинуть, чтобы он как можно меньше места съедал и больше
полезного места занимал. Вот. И второй момент, что емкость вот этого, чтобы поместить ко мне в котельную, нужно было там разбирать либо двери, либо стену. Поэтому, чтобы туда ее поместить, то есть это дополнительные как бы работы, нагрузки, то есть обратно все это восстанавливать, это тоже деньги и время. И я решил ее собрать прямо на месте. Для этого для осуществления, своего плана, я договорился с поставщиком Силора о том, что он поможет мне в этом проекте. Потом договорился с поставщиком фанеры. Это партнеры моего проекта, которые выделили материалы для того, чтобы все это дело можно было реализовать. Контакты их я оставлю в описании к этому видео. Если кому что интересно, там телефоны, все такое. Посмотрите внизу. После того, как я закупился необходимым материалом, то есть мне понадобилось, я выбрал 9-миллиметровую фанеру, так как она, чуть, скажем так, чуть толще и не такая сильно тяжелая. Был брусок 40 на 40 6-метровый, там я его попилил. И изначально у меня было 8 бутылей Силора. То есть там 2 бутыля соединяются между собой и получается 4 как бы разбодяженные от емкости. Сейчас они где-то по пол-литра, что ли, бутылки. Вот. Все это дело мы с Андреем Дьяконовым распилили. Сначала посмотрели, как это все возможно, высчитали размеры листов фанеры и, соответственно, длину брусков. И как бы такой тестовый вариант собрали. Собрали емкость, но единственный, конечно, минус в том, что я не пометил все эти детали, как бы фанеры и брусков. И это, конечно, мне очень осложнило жизнь потом, как я начал собирать уже готовую емкость. Поэтому, если захотите заняться тем же самым, для начала все очень хорошо и четко обозначьте все детали, откуда куда идет, как конструктор, чтобы потом было проще собирать, чтобы не запутаться. Вот. И после того, как мы все это раскроили, попилили, я уже начал обрабатывать все детали Силором. То есть для того, чтобы дерево не разбухло и имело как бы водоотталкивающий эффект и полностью было защищено, его нужно обработать, конечно, со всех сторон, все бруски, все грани и стороны фанеры, там, со всех сторон, как бы с той стороны, где будет вода, и с внешней стороны, и торцы, соответственно, тоже. Потому что если пропустить хотя бы какую-то мелкую дырку, то, как в старой поговорке, вода дырочку находит и начинаются там нехорошие процессы. То есть фанера может разбухать и порваться и сломаться. Вот. Это самое простое, как бы, во всей этой истории часть была. То есть после того, как Силор подсох, сохнет он, точного времени не скажу, это все зависит от влажности, от температуры в помещении. Поэтому это может быть сутки, может быть дольше. То есть нужно, чтобы там образовалась такая глянцевая пленочка, ее видно очень так, в принципе, хорошо невооруженным глазом. Вот, когда вы замечаете эту пленочку, то уже можно сказать, что материал готов к дальнейшей работе. Если не уверены, что у вас там это получилось, то лучше еще раз пройтись по всем деталям, и второй слой для большей уверенности. Силор, в принципе, наносится очень просто, там для этого нужны кисточки, валик, такие обычные ручные инструменты. Если есть пульверизатор, можете попробовать им. Это скорее, наверное, для более тонкой работы. А так очень просто наносится кистью. Обычно малярная, толстая, или фланцевая, какая попадется у вас в хозяйстве. Значит, для того, чтобы использовать Силор в качестве клея, мне потребовалось, конечно, время. И
несколько раз был такой момент, что я упускал период загустевания между тем, как вот он был жидким, и потом очень быстро переходил в состояние желе. То есть вот этот промежуток, когда с ним можно работать, очень как бы тонкая грань. Точного времени для для вот, перехода в рабочее состояние у него нету. То есть это может быть там 3-4 часа, может быть дольше. Мне приходилось ждать и не 4, и по 5, по 6 часов. Последний раз я ждал больше 2 суток. То есть все зависит я не знаю, честно, так и не выяснил. В большей части от температуры, конечно, среды. То есть, чтобы быстрее процесс загустевания проходил, нужно его ставить на батарею или с каким-то таким вот тепло выделяющим предметом. Но в то же время нужно соблюдать технику безопасности, он довольно горючий. То есть я пытался как-то разогревать на плитке засохший, загустевший клей, и чуть, как говорится, не подпалил себе дом. Поэтому техника безопасности превыше всего. И, конечно, желательно работать в перчатках, так как если попадает на руки, то довольно сложно его удалить. То есть опять же, требуется время для того, чтобы очистить руки. И, опять же, для того, чтобы нанести, пользовался как кисточками, так и я уже забыл, как они называются, скребок для затирки, шпатель, точно, вспомнил. То есть там уже зависит от обрабатываемой поверхности. В принципе, его как бы не широкий можно использовать. Шпателем просто удобнее намазывать скорее, как ножиком намазывать. Рабочая консистенция это между таким чуть загустевшим жидким состоянием и медообразным. То есть похоже на текучий мед он становится. Но работать нужно очень быстро, потому что он начинает быстро густеть. Я склеивал обе поверхности, брусок и фанеру, и для того, чтобы закрепить ее, использовал саморезы. Так у меня фанера 9-миллиметровая, то у меня где-то саморез был по дереву 3,5 на 55, по-моему, длина. В принципе, это если для того, чтобы закрепить, вполне хватает. Привет еще раз. Я собрал емкость и, в принципе, можно сказать, использую ее. С емкости берется, вода в систему, для того, чтобы было давление, чтобы, по моему мнению, тратилось чуть меньше газа. Стоит насосная станция, которая нагоняет воду. Сейчас посмотрите. Я ее включу. В принципе, для полного функционирования не хватает только подвести трубы, чтобы еще отсюда можно было мыться. Но, в принципе, как тестированный вариант можно для пробы проверки подключали как-то тут. В принципе, все функционирует. Вода берется из емкости и с помощью насоса подается в систему. Сейчас я вам покажу, как она выглядит изнутри. То есть как вы видите, вода тут находится в емкости, никаких подтеков воды нету, все тут остатки клея засохло. И так она, собственно, насосная станция выглядит. Это, конечно, такой вариант, на скорую руку. Когда насос не работает, то через этот бак желтый какое-то минимальное давление подается. Там давления, конечно, нету, но просто расширительный бачок системы так сделали из старого бака, по-моему, это от автобуса Пазика. Я уже забыл, как эта штука называлась. Тормозной бак, что ли. В общем, их так два
так вот приспособили. Ну вот, в общем-то, что хотел показать, то что вода в объеме 1 куб все еще стоит в этой емкости. Это фанера, толщина стенки. Сейчас я возьму телефон. Здесь 9 миллиметров, как вы можете сами убедиться. Это обычная фанера. Вот. Единственное, что она обработана силором, и поэтому пол посмотреть, если каких подтеков там вот нету. Все можно сделать гораздо бюджетно, своими руками, под нужный размер, что самое главное. Как бы можно тут уже гадать с размерами самостоятельно, какие нужны, и вырезать фанеру, обрабатывать силором, склеивать, и вуаля, емкость готова. Вот такие дела. И в заключение хочу сказать, что нет ничего невозможного, главное желание, все в ваших руках. Если вас заинтересовал данный способ решения вашей проблемы, то, пожалуйста, используйте мой опыт и пишите в комментариях, что у вас получилось, что не получилось. Возможно, вы привнесете в конструкцию какие-то свои дополнительные новшества, да, и, может быть, что-то я не учел. Это мой первый опыт. И, пожалуйста, ставьте лайки, если вам видео понравилось. Подписывайтесь на канал, я постараюсь выкладывать в дальнейшем интересные видео в различных отраслях. Если будет что-то новенькое, я буду использовать новый материал.